Черно-оранжевая лента – главный символ победы в одной из самых кровопролитных войн – Великой Отечественной. За 2 недели до Дня Победы акция «Георгиевская ленточка» стартует по всей стране. К ней ежегодно подключается и наш регион. Активисты молодежного совета Назрани и волонтеры раздают георгиевские ленточки прохожим и автолюбителям. Начало акции было положено в 2005 году в рамках 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор она стала ежегодной. Ее главная цель – просто сказать спасибо нашим родным и близким, отстоявшим Родину. И этому не помешает даже неблагоприятная эпидобстановка в стране и мире. Как и каждый год, 76 лет подряд, мы просто напомним, что никто не забыт и ничто не забыто. Организаторы в лице Назранской мэрии и молодежного совета охватили сразу несколько участков. Люди охотно берут ленты в руки, а некоторые, как Магомедхан Джамурзиев, даже делятся с активистами и нашей съемочной группы, кого из родных унесла война. Найти могилы 3 братьев своей бабушки очень надеется и Расул Зурабов, активный участник акции. Уйдя на фронт в 41-м, братья Дударовы пропали без вести. О них он знает по рассказам бабушки. Один брат из них был совсем юный, но был огромного телосложения, настолько, что даже говорили, что даже военная обувь ему не подходила, чтобы его размера не было, хотя ему было тогда около 16 лет. Надеюсь, что больше откопаем информацию про их деятельность, про тех местах, где они воевали, и, возможно, удастся составить какую-то картину, где они, возможно, были похоронены. Не забывать тех, кто в тяжелые годы не оставил Родину в беде. Уже наша обязанность потомков. А такие акции помогают беречь эту память уже на протяжении 76 лет. Эмоции, эмоции, صحمن كذا بقيتهم هو ما خونا شق بينبي ما حملين دسار طبعا سيدا وزمودو حمقات هذا اخذ ملوب صنصقا ما هو تصحم وين غيخ ناديك شمت اخذ باخذ. Принято считать, что оранжевый цвет на ленте символизирует пламя, а черный – дым. В пламени и дыму наши солдаты и ковали эту победу, чтобы мы жили мирно и свободно. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.